В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, вы слушаете дневное шоу, в студии Елена Юрченко. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон в студии 8 810 06. Для жителей, прошу прощения, материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии – татарский правозащитник, который в России стал первым осужденным за непризнание аннексии Крыма. Член президиума Всетатарского общественного центра России Рафис Кашапов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, радиослушатели. Сегодня мы поговорим о том, какова цена открытой позиции непризнания аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе в соседней России. Сохраняют ли культуру и язык коренных народов в республиках России и что ждет крымско-татарскую культуру на аннексированном полуострове? Уменьшатся ли репрессии в Крыму после выборов российского президента? Эти темы мы обсудим с Рафисом Кашаповым в прямом эфире, но сначала предлагаю вам послушать короткую справку о нашем госте, которую подготовили мои коллеги. Гость эфира. Рафис Кашапов – татарский общественный деятель, политический заключенный. Родился и вырос в Российской Республике Татарстан. В 90-х годах был предпринимателем и филантропом. Помогал в строительстве мечети, медресе, финансово поддерживал татарскую культуру, выступал за расширение суверенитета Республики Татарстан. Стремился ослабить политическое влияние Кремля на Казань. Подвергся преследованию со стороны ФСБ. Рафиса Кашапова задерживали в России и применяли к нему карательную психиатрию. В 2014 году Кашапов публично осудил аннексию Крыма, принимал участие в организации антивоенных митингов. Был арестован в декабре 2014 года. Против Кашапова возбудили уголовное дело из-за записей в социальной сети ВКонтакте, в которых Рафис сравнивал российский режим с гитлеровской диктатурой. 15 сентября 2015 года российский суд приговорил Рафиса Кашапова к 3 годам колонии общего режима. Его признали виновным в призывах к сепаратизму, разжигании ненависти и вражды по национальному признаку. Кашапов свою вину не признал. Российская правозащитная группа «Мемориал» признал Рафиса Кашапова политическим заключенным. После выхода на свободу Рафис Кашапов приехал в Украину. Кашапов возглавляет неправительственную группу в Татарстане – Татарский общественный центр. Группа проводит кампании по сохранению национальной идентичности, языка и культуры татар. Гость эфира. В эфире дневного шоу на радио Крым Реалии мы беседуем с татарским правозащитником Рафисом Кашаповым. Рафис, в 2014 году вы провели серию митингов в поддержку целостности Украины и в поддержку крымско-татарского народа. Расскажите об этом. Защиту Украины, защиту Крыма не только я проводил акции, мероприятия, даже в масштабах в России, тоже правозащитники, общественно-политические организации, оппозиционеры тоже проводили акции, мероприятия, но в отношении были применены репрессивные мероприятия, возбуждались уголовное дело, но действительно по 280 статье я оказался первым, меня осудили по этой статье. Да, действительно, я осуждаю, и в те времена, и я сейчас говорю, действительно, Владимир Путин, президент Российской Федерации, продолжает путь Адольфа Гитлера. О каком культуре может быть речь для украинцев Донбасса, Луганска или полуострова Крыма, когда военная агрессия уничтожает, вторгается в чужие государства? Тут о культурных, о языковых, о религиозных проблемах даже не стоит поднимать разговор. Я помню события 2014 года, сама была тогда в Крыму и видела, что происходило и в России. Тогда был определенный какой-то подъем, вызванный, может быть, и пропагандой. Скажите, а вам угрожали, когда вы проводили такие акции в поддержку Крыма украинского? Было не раз. До этого я уже в защиту крымских татар, в защиту украинцев, до этих случаев я уже писал письма. Мы уже, наша организация проводила акции, мероприятия, даже мы оказывали несколько раз гуманитарную помощь крымским татарам. Тогда я уже в те года, до этого случая еще, до реального срока, даже меня поместили в психбольницу. Хорошо еще Сергей Ковалев, он депутат Госдумы, председатель
правозащитной организации, он поддержал меня, защитил меня. Потом еще депутаты Госсовета Татарстана и вся общественность, татарские общественные организации, из Поволжской республики, разные общественно-политические организации поддержали меня и смогли меня спасти. Я же из психбольницы мог бы выйти, типа как, ну, во время советского были же, короче, из психбольницы выходили больными. Я мог бы так выйти из психбольницы. Да, действительно, до сих пор я осуждаю, потому что после захвата Крыма Российской Федерации у крымско-татарского народа забрали, ну, скажем конкретно, у Милли Меджлис крымско-татарского народа забрали все объекты. Были конфискованы тысячи книг, закрылись школы, закрылись мечети, закрылись радиовещания и газеты, а дальше уже началось жесткие действия в отношении мусульман Крыма. Я помню еще в те времена около 250 крымских татар сразу были отправлены в тюремную камеру. Это означает, что мы говорим, опять же приходится приводить, что сделал Адольф Гитлер, то же самое делает Владимир Путин. Это территория должен считаться у украинцев, крымско-татарский народ, типа как братский, типа как славянский народ, типа как у них, допустим, сербы, белорусы, русские, украинцы, они уже в одной семье, как славянские народы. Он почему так жестоко поступил, я даже не знаю в отношении украинцев, в отношении крымских татар. Расскажите о вашем аресте и суде. Что происходило тогда? Ну, меня арестовало управление ФСБ Республики Татарстан, и параллельно приехали арестовать меня группа антитеррор. Я никаким террористическим организациям не отношусь. Я всегда вел мирным путем акции, мероприятия, писал письма. Всегда мы проводили митинги. И когда надо было, какие надо было мероприятия проводить, когда сейчас собирали подписи в защиту кого-то. Никогда мы не призывали ни к терроризму, ни к экстремизму, но, однако, вот, группа антитеррор и управление сотрудников ФСБ меня арестовали, увезли в город Набережный Челны. Но я хотел бы сказать такой знаковый момент. Когда меня закрыли, ФСБшники сказали, сотрудники ФСБ из управления ФСБ Татарстана, ты сядешь, они уже мне дали уже заранее срок. Обычно же следствие, суд же должен доказать, что я виноват или нет. Они уже заранее мне сказали, ты получишь реальный срок, и ты окажешься там, где не будет ни телевизора, ни радиовещания, никакой прессы, ни сотового телефона. Действительно, сдержали свое слово, я оказался в таких местах. В одном из интервью вы, комментируя выход на свободу, сказали, что освобождение из тюрьмы в России похоже на замену маленькой тюрьмы на большую. Почему? Ну, это же Россия, она же испокон веков была для всех коренных народов, это тюрьма. Тюрьма народов. Вот сейчас, после аннексии Крыма, крымские татары уже вошли в тюрьму народов Российской Федерации. Действительно, вот в 1552 году, когда уже было завоевано наше государство, Казанское ханство, мы с тех времен многократно прошли массовый геноцид, над нами провели массовый геноцид, насильственное крещение. Даже добрались до того, запрещает нашим татарским детям, чтобы они изучали в школах на родном языке. Это не относится не только нам, татарам, коренным народам, относится всем народам Российской Федерации. Это действительно тюрьма народов. Скажите, когда вы отбывали наказание, у вас были какие-то проблемы из-за того, что вас осудили, так сказать, по политической статье? Со стороны заключенных не было абсолютно. Хорошо, вот там же люди живут, у заключенных разный статус. Одни живут по воровским понятиям. Они себя называют братвой. Это братская жизнь, братские отношения. Действительно, так она есть. Другие живут типа как красные. Потом есть обиженные. Ну и обиженную категорию входят уже люди, которые уже превращены, мужчины превращены в женский род. Ну, они действительно обижены, каждый живет по отдельности, но я жил с братвой. Почему? Потому что я жил с ними
мне надо было вести общественно-политическую деятельность. Я писал письма, надо было отправлять письма, надо было обращаться к своим правозащитникам, адвокатам. Ну, короче, надо было вести работу. Вот поэтому я жил с теми, кто жил в воровском мире. Потому что они были намного раз гуманнее, чем тюремная жандармерия, чем эта карательная система. Я руководству колонии, я уже не раз говорил, потому что не от них колонии, я только был в Республике Коми. Вы создали концлагерь, потому что при мне были случаи, заключенные резали себе вены, горло, резали себе живот. Даже передо мной были такие моменты, у людей весь в крови, в камере, короче, теперь как, я уже даже говорить даже не буду. Это страшный момент. Я хочу напомнить радиослушателям, что вы слушаете дневное шоу. Это новая программа «Радио Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире дневного шоу на радио Крым Реалии мы беседуем с татарским правозащитником Рафисом Кашаповым, который в России стал первым осужденным за непризнание аннексии Крыма. Весной 2014 года российская власть возила на полуостров чиновников, общественников из российского Татарстана в надежде, что они смогут убедить крымских татар поддержать российскую аннексию Крыма. Как вы думаете, почему Россия была уверена в том, что российские татары смогут в этом убедить крымских татар? Тут сценарий президента Российской Федерации Владимира Путина. Он дал команду президенту Татарстана Рустаму Минниханову: бегом вперед, вы казанские татары, вы мусульмане, они тоже мусульмане, у вас родственные связи, действительно, испокон веков у нас родственные связи, мы чистимся в тюркском мире. Дали команду, чтобы крымские татары повернулись в сторону в отношении Путина, чтобы они были благосклонны, чтобы они, были послушны имперским замашкам. Но вот опять же приходится вспомнить историю. После развала Советского Союза прошло больше 20 лет, ни разу ни одна из руководства Республики Татарстан, ни президенты, ни министры, ни депутаты, никто не посетил, когда у крымских татар очень было тяжелое положение. Сейчас некоторые из них еще до сих пор живут в землянках. Почему именно когда было тяжело, не заботился о крымских татар из руководителей Татарстана? Первый президент Татарстана Митимир Шаймиев, второй президент Татарстана Рустам Минниханов. Они тогда должны были заботиться о крымских татар. А уже когда Путин уже говорит им: фас, бегом, они уже бегают. А потом оказалось, это чисто мое мнение, когда уже начали посещать наши депутаты, наши президенты, министры, как-то началось сближение крымско-татарским народом. Наверное, это было опасно для Кремля московского. Они дали, наверное, отбой. Как больше на таком высшем уровне, не было встречи. Возможно, я думаю, так. В середине февраля в Крыму появились сообщения о флешмобе, который провели якобы среди крымско-татарской молодежи. Они вышли с текстом «Путин алга», что должно означать «Путин вперед». И глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров прокомментировал эти публикации, эти фотографии. И он сказал, что кураторы этой политической акции не знают разницы между татарским и крымско-татарским языками. По его словам, на крымско-татарском языке «вперед» вот в этом контексте звучит по-другому. И при этом Чубаров сказал такие слова: «Для русских оккупантов все нерусские одинаковые». Хочу вас спросить, в России действительно не вникают в особенности разницы культур коренных народов? Я хотел бы более обширно ответить на ваш вопрос. У каждого народа есть предатели. Даже у наших казанских татар есть предатели. Допустим,
те же сотрудники ФСБ, МВД, ГРУ, военные воюют против украинского народа, против государства Украины. Опять же, они же участвовали в ведении спецоперации, когда был захвачен Крым. Я хочу сказать, даже вот тут, в Киеве, у нас есть татарские организации для казанских татар Украины. Называется Тугантель. Это, я уже буду озвучивать на русском языке, это родной язык. Вот когда в городе Казани проводился защиту День родного языка, никто из руководства, из этой организации даже слов не сказал в защиту родного языка в Татарстане и вообще в татарском мире. И также те, которые крымская молодежь, тут же еще надо разобраться, может это была крымско-татарская молодежь, может их привезли откуда-то из России. А если действительно кто-то из крымчан, из крымских татар вышел сознательно с плакатами в поддержку президента Путина, кандидата в президента Российской Федерации, я бы хотел сказать, что он предатель. Он предатель крымско-татарского народа. Как я уже говорил, у каждого народа есть предатели, у каждого народа есть патриоты. Вы, к сожалению, хорошо знакомы с репрессивной машиной России. И вот на ваш взгляд, чего ждать крымчанам, крымским татарам после выборов российского президента? Уменьшится ли в Крыму давление, которое оказывают российские силовики? Я бы хотел предложить Мустафа Джамилю, лидеру крымско-татарского народа, и Рифат Чубарову, лидеру, председателю крымско-татарского народа, Милли Меджлиса крымско-татарского народа, чтобы они обратились к президенту Дональду Трампу, президенту США, чтобы он принял, чтобы они рассказали суть дела, что творится в отношении их народа. Что после этого я хотел бы сказать, если была бы встреча, если Соединенные Штаты поддержали бы, я думаю, после этого все европейские страны, послушались бы Соединенных Штатов Америки. Это первое, мое предложение. Потом, я хотел бы в отношении Крыма и в целом в отношении Украины более жестко защищали их государственные интересы Организации Объединенных Наций. И опять же, продолжая свою тему, блок НАТО жестко поддержал бы государство Украины, в том числе и Крым. Почему? Потому что против военной агрессии только Украина одна не может противостоять. Им нужна поддержка. Если опять Европа, вся мировое сообщество будет закрывать то, что творится на Донбассе, то, что в отношении крымских татар, для них это уже будет трагическая ситуация. Вот даже, допустим, я приведу пример. Вот мы, казанские татары, мы уже не знаем, казанские татары уже за пределом Татарстана, Башкортостана уже больше половины уже не знает родного языка. Это о чем мы уже говорим. Потому что после захвата Крыма уже видно, мы уже наблюдаем, идет политика русификации крымско-татарского народа. Почему в систему образования они ввели такую программу? Это уже ясно. Это грубое нарушение национально-религиозных прав крымско-татарского народа. Я видела новости из российского Татарстана. Там ведь тоже проблемы сейчас, связанные с разрешением образования на татарском языке. Были даже митинги, акции протеста. То есть люди пытались отстоять право своих детей учиться на татарском языке, да? Да, в прошлом, когда был первый конгресс, Всемирный конгресс татар, я там участвовал в качестве делегата. Вот тогда был принят такой-то, путем голосования был принят открыть высшие учебные заведения для татар всего мира. Да, действительно, это начали реализовать. Нас поддержал президент Татарстана Ментимир Шаймиев. Начали открывать очень много, тысячи школ, гимназий открываются, начали открывать высшие учебные заведения. Но дальше, еще после прихода Путина к власти,
около 4000 школ, гимназий татарских было закрыто во всех масштабах Российской Федерации. Это моральный геноцид над татарским народом. А уже в дальнейшем уже было запрещено изучать историю. А уже в последний уже месяц уже идет, месяц идет, запрещает нашим детям изучать родной язык. Это мы думаем, как делаем анализ общественной политики. Это делается для того, чтобы русифицировать, это политика русификации Кремля. Это было и в советское время, та же политика продолжается при Путине. Я бы хотел сказать, поэтому хочу отвечать конкретно вашему вопросу. Все президенты, главы национальных республик, образований должны собраться и жестко должны высказать свое мнение в отношении Путина. Тысячелетнее народное достояние путинский преступный режим не должен уничтожать. После освобождения своего вы приехали в Киев, и здесь встречались с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, председателем Меджлиса крымских татар Рифатом Чубаровым, другими членами Меджлиса. О чем вы говорили на этой встрече? Я бы хотел сказать, через ваши радиослушатели, может, дойдет, может, нашим татарам, крымским татарам, может, татарам, которые живут в зарубежных странах. Да, у нас был разговор. Очень много казанских татар живут в зарубежных странах, так же, как украинцы, так же, как крымские татары. И ведется политика, их обрабатывают кремлевские политтехнологи, чтобы все те, которые живут за пределом Татарстана, в ближнем зарубежье, дальних зарубежьях, их обрабатывают кремлевские технологии, чтобы они были лояльны, они пели песню, типа как Великая Россия в таком смысле. А хотя же было же у нас, у татар, Великие Волжские Булгарии, у нас было Великое Казанское ханство. После развала Советской Республики Татарстан у нас должны быть свои национальные интересы, свои, глобальные интересы, геополитические, религиозные, система образования. У нас свои интересы должны быть. Почему мы должны стоять на коленях перед Российской империей? Мы должны бороться за свои права. Мы заново должны создать свое независимое государство. Кремль не позволит, наверное, создать свое государство или хотя бы заявить о своих правах. Нет, тогда вспомним историю, дальнюю историю. Вот когда-то Чингисхан же завоевал полмира. Как они, монголы сейчас как остались, китайцы вот поднялись на ноги, стали они уже типа как один из ведущих мира. Тот же Римская империя тоже назывался империей, тоже развалился, хотя Римская империя много чего после себя оставила для цивилизации европейских стран. Наверное, я думаю, и Русская империя, наверное, тоже не продержится. Если такие жесткие давления, если масштаб ущемляется права не только татарского, не только других народов, даже у тех же русского народа масштабно ущемляются права, наверное, долго не продержится этот режим. Вот я хотела у вас спросить, какую цену заплатили российские граждане за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе? То есть понимают ли обычные россияне, чем лично для них, для их семей обернется политика Кремля? Я еще когда сидел в тюрьме, 4-5 случаев было. У кого-то там родные, у одного, отец возвратился, он инвалидом возвратился, у двоих там у одного возвратился труп, одноклассник, покойник, был убит в Донбассе. Вот такие, они там осуждают в таком смысле, когда их родные, близкие гибнут, они жестко реагируют в отношении Московского Кремля, в отношении Путина, действительно, а таких случаев же очень много в Российской Федерации. Действительно, сотни тысяч людей гибнут в оккупационной войне против Украины. В то же время из-за этих противостояний миллиардные убытки получает Российская Федерация.
страдают миллионы граждан Российской Федерации. Они должны подняться, они должны требовать, чтобы российские войска убрались из территории Донбасса, чтобы российские власти, чтобы обратно отдали полуостров Крым украинцам. А на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы Россия ушла из Крыма? Но тут вся мировое сообщество должен более жестко должен действовать. Надо ввести еще новые санкции. То, что пустые слова из высоких трибун только не помогает. Надо в жесткой форме надо действовать против агрессии Российской империи. В одном из интервью вы сказали, что назначение выборов президента России на 18 марта, то есть дату объявления результатов незаконного референдума в Крыму, это оскорбление крымско-татарского народа и всего украинского народа. Вы можете пояснить свою позицию? Ну да, где-то больше 50% россиян, они зомбированы, они же круглые сутки смотрят телеканалы, это же путинские телеканалы, там и радиовещание, и газеты, информагентства, печатные издания. Они, слушая уже зомбированные, короче, люди уже превращены, короче, в дебильную массу. Извините, пусть меня извиняют за такое, короче, грубое, короче, то, что я говорю. Они видят, даже есть такие люди, типа как Путин для нас Бог, типа как Христос, типа как он, без него Россия развалится, единственное, только он может править. А фактически это зомбированная масса через средства массовой информации не знает. А на самом деле Путин и его команда рассчитывают, что именно день захвата Крыма 16 марта для них будет это, типа как этот день под ура-патриотизмом будет высокая явка, что он без никаких проблем станет президентом Российской Федерации. Но это является оскорблением для украинского народа. Это, я считаю так. И оскорблением крымско-татарского народа. И оскорблением демократических ценностей всего европейского народа. И для всего мира. Вы рассматриваете вероятность вашего возвращения в Россию? Я не могу возвращаться, потому что один из подполковников мне позвонил. Лучше срочно, говорит, уезжай. Ты, говорит, скоро будешь арестован. Ты, говорит, получишь, говорит, от 5 до 7 лет срок строгого режима. А до этого я получил вот 3 года, я отбыл срок колонии общего режима. Действительно, там у Сталина, вот опять же вспомнил слова Сталина, сейчас такой метод действует в Российской Федерации. Был бы человек, статья найдется. Они за любой мелочь могут отправить за решетку. То есть это то, что сейчас должны понимать крымчане, которые оказались в новой российской, так сказать, действительности. Каждый находится под угрозой? Да, каждый. Это они же, я уже придется повторно уже говорить, граждане, жители Крыма повторно попались в тюрьму народов. Не только крымско-татары, и украинцы, также и русские. Потому что в России нет свободы слова, нет... не защищены гражданские права. Это уже понятно. Допустим, вот я тут не раз замечал, тут в отношении Петра Порошенко тут проводят акцию, требуют, чтобы он ушел в отставку. Его жестко осуждают, даже пишут статьи, выходят с плакатами. Попробуй в Российской Федерации организовывать такие акции, мероприятия. Даже когда одиночные акции проводят те же крымские татары и даже граждане Российской Федерации, они привлекаются к уголовной ответственности. Это уже означает, что в России восстановился диктаторский режим. Можно сказать, типа как фашистский режим. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. У нас в гостях был правозащитник из российского Татарстана Рафис Кашапов. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно.